что, Лариса Юрьевна в деле. Всем привет. Вот так мы пробурили с 3 удочки, кормачок поставил. Вот уже поймали штук пяток. Ельчик, плотва, все классно. В кан ложим на живца мелочь. Жалится, кстати, ребят, стоят уже 3 сутки у меня. Тащит удочку, достань, ну что? Есть? Давай, что как буран-то? Огонь? Шепчет? Что? Масло из-под головы пошло, надо потянуть. Есть? Так, кидай надо. О, вот это наш вариант. Ларис там тащит, Подожди. Всё. Мимо, отпускай. Формировать. Так, ты берешь лист, да? Да, Берешь фарш. да. В центр мы ложим, то есть блестящей стороной вниз. Еще одна. Смотри, какой кабан. Вот это жарюха наша сегодня будет. Есть контакт. Небольшая. Такой же сам положим. Опа. Что, ребята, всем привет. Очередной выход. И мы уже на льду. Сегодня я с супругой, с Ларисой. Вырвались, ребят, по плотве, с ночевой. Короче, круто. На днях здесь была раздача шикарная. Ну и в целом приехали, поставили палатку новую. 4×4 алтаюшку. Поставили печку. Вот так, ребят, я немножко утянулся, потому что ветер есть. Тут печня, там сани, там мотособаки, там буру. Короче, отлично. Рыбка поклевывает уже и красота. Народ потихоньку приезжает. Там мужики, снизу мужики. Дядя Леня здесь у нас сосед с маленькой палаткой. Вот рядышком обосновался. Вот как-то так, ребята. А ладно, сейчас зайду внутрь, покажу, что почем, как мы тут разместились. Ну, еще потихоньку тут размещаемся. Ладно, Лариса Юрьевна в деле. Всем привет. Вот так мы пробурили с 3 удочки, кормачок поставил. Вот уже поймали штук пяток. Ельчик, плотва, все классно. В кан ложим на живца мелочь. Жалится, кстати, ребят, стоят уже 3 сутки у меня. И только 3 сработки было за вчерашний день. 2 раскладушечки уже Лариса Юрьевна заправила. Ложе. Вот. Ну, еще так у нас непонятно еще. Тут раскладушечка. Освещение, ну, короче, все потихоньку будем, ребят, расставлять. Печурку поставил на дощечке так, чтобы она не протаивала, не вмерзалась в лед. Стол большой взяли. И сегодня у нас брикетное, палетное отопление. Вот 3 пачки взяли, я думаю, нам хватит. 10 час. Красота. Сегодня Лариса Юрьевна будет готовить вкусняк. Я взял хмельного немножко. Сижу, ребята, пивасик попиваю. Ну, круто. Давно мечтал так уезжать с комфортом и ловить рыбешку. Да, будем ловить на котлеты. Сегодня пожарим крупную рыбку. То, что покаем. В общем, здорово. Посмотрим, как ночью будет рыбалка. Короче, ночью никогда никто тут не пробовал. Вот в целом будем пробовать. Погода минус
5 с утра было, минус 6 что-то выезжали. Сейчас, наверное, где-то минус 2 потеплело. Все, пожелайте нам удачи, ребят. Ну и приятного просмотра. Так, ну что, друзья, я еще взял комбайны. Хочу вот попробовать здесь их, на реке. Сейчас замесим прикормочку заводскую. Он так вкусно пахнет. Да, тут что-то присутствует интересное такое. Ваниль точно есть, кукуруза есть. Так, ну что, замешаем. Это вкусно. Замешаем, ребят, кормочку. Сухари бисквитные есть. Жмых подсолнечный. Замешаем так, чтобы она была такая, как глина, чтобы не сильно ее вымывала. Сухое молоко даже присутствует. Ну, сейчас люди могут. Ванилин, корица, кориандр, анис, тмин. Вот типа вот такого, ребята, состава, чтобы она вот как бы не рассыпалась, а вот была твердая вот таким шариком, чтобы она в кормушке потихоньку вымывалась. Ну вот. Как буйлы, да? Типа того, да. Да, вот самый раз, то, что надо, вот она получилась. Все, сейчас комбайн поставим справа, комбайн слева. Ну и так, ребята, заняли тут площадь. Речка небольшая, метров 15. И 4 на 4 мы тут немножко заняли. Все, сейчас установлю. Ставить буду на червей, на крупных. Посмотрим. Ну, может, вот такие красавцы проплывают. Может, что-то мы и наловим на комбайне. Да и так в целом интересная снасть. Посмотрим ее здесь, на этой реке. Начнем насаживать. Передняя мормышка, она будет тащить косу. Кормушку забиваем. Есть. Погнали. Все. Работает, ребята, снасть. Вот какая дорога. А таким, ребята, сразу. Здесь мелочь не даст, походу. Ох, печурка шает. На улице ветер, а у нас здесь красота. Вот так, пускай шает. Рыба, ребят, подходит, 15 минут поклюет. И все. На все удочки успеваешь выдернуть. И сидишь, потом затишься полчаса. Как-то она вот так сегодня у нас поклевывает. Ну, обычно вечером хорошая рыбалка. А мы в целом приехали покайфовать, отдохнуть, поночевать. Наконец-то. Романтика Лариса, вон сколько не могла выехать, да, Ларис? Да.
Новая палатка. Красота, короче, ребята. Вот она, ребята, красотка. Дядя Лёнь, вот так, видишь? А фидерная кормушка получается, и потом пошли поводки. О, везде клюет. И там. Комбайн долбит, звенит. Ага. Видишь, тут и тут рыба подошла. Хе. Ух ты. Вот она как-то, видишь, подходит. Стая. Клюет. Ух ты, нифига. Ух ты. Ух ты. Ух ты! Это сорога, да? Ух ты. Тихо, стой. Чуть не ушла. Чего она такая большая? Ну вот такие попадаются. Садись, ловись, лови на. Борис. Убери сумку. Да садись, лови. На комбайны на такой реке бесполезно. Тащишь? Нет. Поправь чуречкой. Вот. Парыш. Блин, то нас сразу на все, то хер просышь, блин. Как его вот ловить так? Да? Тащишь? О, молодец. Тут еще кто ушел, хороший был. Ушел, блин. С почином меня. Да, молодец. Поймала. Ну, какая плотва хорошая. Комбайн там разрывается, слышь. Угу. Ух ты. Я тут на 2 дергаю. Надо ловить, пока клюет. Вот сейчас она бам-бам. Ух ты, фига. Поправа нормально? Да. Поставь удочку хорошо на ножки. Дай мне полотенце. Держи. Видишь, петля. Угу. И вот сюда заводишь опять.
И по леске вот так спускаешь. Раз, и все. О, ничего себе. Видишь? Ну, он туда грузом продалкивает. Ну, я Понимаешь? поняла. Ага. Вот это отцеп называется. Вот отцеп стоит 150 рублей, да, грубо говоря. А у некоторых мормышки по 150. Ну, и проще, конечно, купить такую вещь, чтобы она была, чем мормышки по 150 рублей оставлять. А летние вообще до килограмма идут Ну, отцепы. это для воблеров, да. Надо их просто стащить. Тут-то что, снасть легкая. Как-то она вот так, ребята, и клюет. Подходит. Ну, вот такие красотки выходят. Ё-моё. И главное, она сразу на все удочки, и не успеваешь потом, и вот этот бардак получается. Много сходов из-за этого, когда на эту отвлекаешься, на эту отвлекаешься. Комбайн там звенел, вообще страшно. Все обглодали. Сошла у меня сейчас там красноваска. Рыбалка идет. Народу у нас тут вообще куча. Везде оккупировал. Человек 50, наверное, уже. Все под боком сидят. Ну вот она как-то периодически поклевывает, но не сказать, что прям интенсивно. Но вечером поклюет хорошо. Ну и так целый день. Будем балдеть. О, комбайн звенит. Тихо, тихо, она мормышку зацепила. Она утащила прям Да. удочку. Подожди, отпусти чуть. У тебя там тоже клюет. Опять начал клювать. Че ты ставь, ну че, сидишь-то? Ух ты, смотри, какая идет. У меня штучка это выпала. Кивок. Сейчас сделаю. Комба. Неправильно подсекаешь-то. Смотри, удочку поднял, а потом только тут уже вытаскивай. На комбайне кто-то сидит. Поставь нормально удочку, что ты, как положено. Сидит уже. Мелкая. На, потащи. Да что ты за это-то хватаешь? Зачем? Вон за удочку тащишь, а потом за леску. Оп. И все. Так, ребятки, набрали мы, конечно, кучу всего. Ну, что-то перекусить охота. Что, перекусим? Кашку. Колбаску держи. Так, вот еще рис с фрикадельками. В печку положим. Сырный нужен? Достань, что? Перекусим. Еще не согрелся. Не-не. То есть он решит скрипеть, но он еще не согретый.
Да, красота. Что-то у нас не согрелось еще. Согрелось вроде. Может, мне тоже откроешь? Давай. Может, согрелась? Согрелось, да? Что-то не открывается, не видно. О, у меня фрикадельки. Что мы перекусим? Народу вообще жесть. Просто куча. Сейчас вот перекусим такие вещи быстренько. Я, короче, двумя вилками кушаю. Голодная. Ну. Приятного, ребята. Окунек, ребят, попался на течение. Ну, это не наш. Не наша рыба. Но все-таки. Что, ребята, вышли прогуляться, дожариться. Где-то метров 400 получается у нас. Ну, технику не заводим, людей человек 30, наверное, на точке. Парни проезжали, говорили, там флажок стоит один. А лучше, смотрите, подышать, прогуляться. Рыба клюет, круто клюет. Туалет, скажи, вышли. Туалет еще надо. Короче, там нет вариантов, ребята, сходить. Для меня. Ну, для меня-то можно, как бы. Одна девушка на льду. Вот. Ну, в туалет заодно. Как-то так. Ну вот, ребят, полная вымотка. За ночь луночки не замерзли. Вчера тоже здесь полная вымотка была, но в заводе тут коряги, блин. Вот, пожалуйста. Ну вот. Вчера то же самое было. Отцепилось вроде. Короче, такая движуха есть. Ну вот только вот этот район стреляет. Там в конце тишина. Ладно, что, пускай стоят. Мало ли какой-нибудь бонус будет. Ребята, идем мы сейчас. Техники просто, она еще вот там сверху, смотри, вот стоит. Здесь стоит. Вот раньше сюда взять лет 10 даже назад. Сюда, ну, единицы приезжали, у кого деньги были. А все же на лямпах сюда ходили. А сейчас вот, пожалуйста, каких только нет. Снегоходы такие старенькие, новенькие. Вообще куча. Вот она по всему льду просто стоит. Сколько людей, столько и техники. А людей много. А людей очень много. Зайду соседу. Как дела у него? Дядя Леня. Дядя Лень. Ну что там, как дела у тебя? Я домой иду. Домой собираешься? Да. Что, поймал? Сама. Ну-ка показывай. Нет, не буду. Что наловил? Что, накидал? Килограмма 3, да? Есть? Нет, Килограмма 2. Кирюха, Кирюха. Ну, красавец. Отлично. О, головли, да? Ну, Тебе на головля везет, походу, слышишь? Четыре Или у тебя хитрые какие-то удочки, бля? 4 штуки. Головли ловит постоянно, бля. 4 штуки. Нахуй надоело. Кирюха пришел, там бурить начал, блядь. Давай, что как бурант? Огонь? Да, пока. Шепчет? Ништяк. Масло из-под головы пошло на потемку. Из-под головы?
поклевывает. Народу куча. Лариса Юрьевна спать легла. Гости заходили, парни знакомые. Что-то 100 грамм выпили. Нормально. Я потихоньку ловлю, вон сижу. Редко, конечно, поклевывает. Ну, если клюет, то сразу на все. Вот. Что-то сейчас привязался тут. Короче, нормально. Все хорошо, ребят, все по плану. Отлично. Мы тоже погуляем, побегаем по удочкам, по луночкам точнее. Что-то надоело сидеть. Пойду на воздух, пока Лариска спит. Погуляем, бережка попробуем, ребят. Ребята вроде ловят. Пошло дело. Угу. Ну что, ребят, ловим потихоньку. Всяко разно попадается. Народу, конечно. Ну, весело, что мужики общаются. Ну, покрупнее немножко. Не замерзает, потом в кантах же ложишь. Она живет. Ничего страшного. Какая красотка. Чтобы клевала, блин. Друзья, ну что, Лариса Юрьевна проснулась. Я тут полазил по луночкам, погулял. Ну что, ловится? Ловится хорошо, нормально. Что-то, Лариска, тут супца, да? Ларис, супец? Да, я хочу суп. Супец, ребятки, будет у нас. Сейчас Лариса Юрьевна замутит супца. Мяско уже поставили, печурку поставили на максимум. Но мясо уже жарится. Лаврушку закинули раньше. Сейчас воды добавим. Приправу еще положу. Супец у нас почти готов. А вот такая красота. Сейчас будем рыбаков кормить. Очистки, кстати, ребят, очистки. Вот, смотрите, летит немного сажа. Вот это, потому что химия капитальная. Вот эти очистки не надо выбрасывать. Прям туда. Опа. Везет тебе. Да, Да, печка это ожоги, блин. Кто такой? А ты кто такой? Кто пришел? Иди да, иди да. А, у Сереги. Да, ты говорю, красавчик. Иди сюда. На. Да. Картошечка с мясом. Картофельно-гуляшный суп. Да.
Красота. Батюга еще сейчас сидит там. Нальем ему тоже супца. Ох, красота. Ребята, пушка бомба петарда. Да. А я хочу авокадик. Речь. Что ты говоришь? Сейчас, ребята, протянем свет. Протянем свет. Вот будет свет, сказал монтер. Может, надо было сначала доесть, а потом свет притягивать. Да, вот как ты помнишь, ну так, ребят, протянулись. Здесь сумка была, но сумку мы сняли, и мы, говорится, ее сейчас делают резинки здесь, чтобы она вот, ну, нормально себя чувствовала. Не в натяг, как было, как раньше. Вот. Ну и хомутки, вот у собаки были, подвесили туда-сюда. А здесь лампочка лопнула, прижала я нечаянно. Короче, там остался этот. От лампочки сама движуха осталась. Надо будет потом плоскогубцами внутрь засунуть, выкрутить. Ну, вот так 2 лампы подвесили, нам, в принципе, хватит. Ну все, поужинали. Готовимся к вечерней рыбалке, не знаю. У нас тут на плесе, ребят, 1 человек остался. Вроде таскает возле берега. Здесь рыбка отошла. Ну, посмотрим, что. Нет, так нет. И на эту, и на ту, и у тебя да клюет. Тащи. Ты неправильно ты подсекаешь. Раз тебе говорил. Встал. Молодец. Ну. Сорожка нашего размера. Ох ты, блин, нифига. Вот это была масть. Капитальная. Блин. Такой натяг капитальный. Опа. Вторую. Смотри, какие. Охренеть. Жесть. Вот эти, говорю, они вышли, видишь, под вечер. Капец. Ух ты. Рис. Ух ты. Смотри какая. Ё-моё, ребята, видали? Смотрите какая. Вот это. Вот это мама. Ходит же, да, Борис? Ты красноглазка? Это красноглазка. Смотри, я даже в руку ее не помещаю. Охренеть. Смотрите, ребят, какая. Больно большая. Я Юрину посадил на лунки. Там моя почему-то клюет, а эти молчат. Сейчас посмотрим, пускай она ловит. Одной рукой поднимаешь, прям за катушку бери. Есть? Да. Давай, тащи. О, молодец. Ну, это наш уже наш вариант. Ребят, сейчас только что достал вот такую. Смотрите. Ну-ка, сорока. Ну, видал? По сравнению. Апарика поправляй. Кидай грузило. И все. Леску отпускай. Вот так вот. Вот. Подсекай резче и тащи быстрее, потому что пока будешь тащить, сойдет тоже. О, есть. Ну, так кидай удочку, кидай. Ага. Молодец. Вторая у тебя. Ну не вторая же. Ну я имею в виду сейчас подряд. Ага. Заглотила? Да. Есть? Да. Так кидай надо.
О, вот это наш вариант. Борис там тащит, там тащит. Подожди. Всё. Мимо, отпускай. Ну что, братцы, добрый вечер. Все на связи. Ходили сейчас в Ларийской, проверили Желицы. Ну, пешком сходили. Маленько. Метров 400 получается туда, потом обратно. Нет сработок у нас. Вернулись. И у нас, короче, все удочки загнуты. Лариска сейчас достала еще по одной. Ох, какие, ребят, смотрите. Красотки вообще. По концу, ребят, время позднее, но плотва клюет. Это очень, конечно, интересно. Ну и что, Лариска замутит сейчас ужин что-нибудь классный какой-нибудь. Классная погода, классное место. Да и вообще все классно, ребят. Так что, так, расселись. Вот, поставил фонари на удочке. Будем рыбачить ночь. Посмотрим, кстати, что по ночи у нас будет. Ну, мне кажется, что не будет что-то клювать, но а так все-таки интересно тоже. Я что сейчас смотрю, что замутит что-нибудь у нас. Да, Ирина? Сегодня у нас будет долма. Сегодня, ребят, будет там долма. Это кавказское блюдо. Все страны мира до сих пор не знают Да? родину происхождения. Короче, ребят, сегодня будет долма. Это будет круто. Расскажи, что вообще как долма. Вообще, что такое вообще? Что это? Что это за блюдо такое интересное? Это голубцы в виноградных листьях. Ну, наши голубцы, да? Да, только они намного вкуснее. Кто попробует, вот влюбится все равно в это блюдо. А что нам будет? Так, нам понадобится фарш. Идеально, конечно, баранина, говядина. Я взяла только говядину, потому что баранину тяжело найти. Можно говядина, свинина. Некоторые делают постные с шампиньонами. Угу. Что много интерпретаций. Зелень, кавказская зелень нам понадобится еще сюда. Потому что там есть кинза, кориандр, мята в этом составе. Далее. Далее мы приготовим саму долму. Соус к ней нужен будет. Сметана, чеснок, зелень. Ну а так по ходу пьесы сейчас буду показывать. Давай. Если не отварили, значит будем дольше там готовить. Сюда сухой рис. Прям фарш. Да, подольше просто поварим, он также разварится. Немножко, грамм 50. Дальше, что у нас? Лук, морковь. Это мы обжарим. И тоже добавим в фарш. На маленький возьмем. Да. Тоже обжарим, да? Обжарим, да. Я люблю обжаренные. Угу. Также, ребят, будем готовить на сковородочке. Все это дело, ну и будем делать на печурке маслица. Держи, Лариса. Ну, хотя есть плиточка, в принципе, можно на плиточке, но что-то решили на этом все сделать. Так, ребята, у нас вот капитальное водонаводнение. Все начало таять. Вот брусочками подкладываемся. Ножки нагреваются, ребят, очень сильно, кстати. И вот они уходят. Надо иметь в виду, если что. Ребят, чеснок шкурит. 35 рублей терка стоит. Вот такую маленькую походную взяли и все-таки пригодилась. Это для соуса, да, Варить, ты делаешь? Да. Так, ребят, ну соус заключается в чем? Сметана, чеснок. Вообще сюда
Такой кисломолочный продукт идет, как мацони. Но у нас этого нет в продаже. Мы пользуемся сметаной. Сметана, чеснок, зелень, соль, перец. Перца у нас не оказалось, значит, обойдемся солью. Еще добавляют малосольные, ну, огурцы. Но это уже более как тартар идет. Все понял. Это соус, да? Да. Подготовим листики. Пока жарится у нас все. Это листья винограда. Да, немножко берем. Вообще в идеале готовится из светлых сортов винограда. Не, подожди, ты же живешь на севере, откуда у тебя виноград? Ну я покупаю в супермаркетах, гипермаркетах, где есть восточные лавки. Покупаю, они у нас продаются в литровых банках закатанных. Бывают, они продаются маринованные, соленые. Угу. Бывают, знаешь, они такие скрученные, привозят то-то там что-то. Вот так, как-то так. Понял. Ну, я очень люблю, я просто вообще обожаю. Ну, давай, показывай масть. В идеале Мастер. надо, чтобы она была с ладошку. Это как будто уже большой, но мы все равно это будем делать. Да. Ну, он немножко жестковатый, конечно, будет. Ну, что есть, и тому рады. Угу. Запах какой. Кто пробовал, тот поймет. А кто не пробовал, завидуйте. Согласен. Так, ребятки, ну что, все, поджарился. Сюда, да, Арис? Положим такие мелкие листья, рваные, нестандарт, короче. Прям на одной сковородке? Да, да. Не надо ничем смазывать. Это все равно будет заливаться водой или бульоном, кто как любит. Угу. Нестандартные такие. Формировать. Так, ты берешь лист, да? Да, И берешь фарш. да. В центр мы ложим, то есть блестящей стороной вниз. Вот получается вот так. Потом подгибаем боковые и закручиваем. Кладем. Следующую берем. Заворачиваем. Так, дружненько, плотненько, так, друг к дружке. Каждую. Ништяк, ништяк.
уже утро настало, она все сидела и крутила эту долму. Ну, вот как-то так плотненько получилось. Так, что теперь нам нужно? Нам нужно накрыть это крышкой. Для чего? Правильно, для того, чтобы они не развернулись при варке. И на медленный огонь на час. Так что, Час? да, потому что рис у нас сырой, нам бы хватило минут 40, если полуготовый мы бы положили. Так час точно будет вариться. Чтобы и листья были мягкие. Ну, без масла, без ничего. Без масла. Просто вода или бульон. Мы сейчас что-то заливаем или что-то? Да, сейчас я водой залью. Чуть-чуть, чуть-чуть выше самой долмы. Ну, понятно. Ну вот так, ребят, смотрите. Водичку залили. Крышка Соль не добавляли, потому что фарш соленый и соус соленый. И на печурку на часик. Ребята, ночь. Сколько уже рис? 10, да? Без 15, 10. А рыба клюет. Сейчас запутался, перевязался. Пару яйцов хороших поймал. Почему-то вечером вышли, ребят, смотрите. Один. И он такой. Вообще домротный парень. Да, долма у нас шает. Часик, Лариса сказала, будет на печке стоять. Ну, в таком режиме. Вот. А так, рыба-то клюет. Охрененно. Ночь. А рыба клюет. Шикарно. Так, ребят, тем временем у нас уже долма подходит. Часик уже пролетел. Короче, вот еще попалось. Штук с пяток. Ну, хорошие, блин. Ну, сейчас вот получается 3 подряд на мелочь. Вот она опять. Видите, ребят, клюет. 10 час. Она клюет. Точнее, уже 10, наверное. Ну все. Долма, ребята, она на нас. Алиса говорит, готова уже. Да, 10 минут еще постоит так. А, так, да? Парится. Чтобы сок, остатки сока впитала. Угу. Ну вот. Не знаю. О. Там все классно, походу. Ну что, братцы, вот так вот. Как-то долма выглядит. От Ларисы Юрьевны. Ну-ка. Да, она готова все. Вот так, да? Че, типа вот так? Опа. Ну да, она готова. Классно. Всем советую. Да, кто не пробовал, ребята, реально. Пробуйте, делайте, но это реально вкусно. Ну, это реально такие навороченные голубцы. Вкусно, вкусно. Вот этот себе взял калоша. Ноги реально устают. В сапогах. Калошки оденем. Так. Время почти 11, мы решили в карты поиграть. Вообще нормально, нет? Ну вот нормально, что.
Так. Хотели спать лечь. Шестерка там, я хожу. Ребят, видали? Ну, тут все, и хана. По-любому. Мы и видали. Пипец вообще. Вольты на козырных. Держал. Забрал. Погнали. Держал, не болел. Держал, не болел. По девяткам пойдем. Опа. Угу. А так? Вольтами уже скидалось. Давай разошлись. По мирному. Нет, говорит, бубей, хоть бей. Держи. Угу. Тоже по дамам, дамочкам разойдемся. Вот так. Смотри, что делает, Ларис. Удочка ломает. Ё-моё, а. Ребят, клюет просто рыба, а. Ночью. Мы уже не хотим рыбачить. Уже ведро почти наловили. Она уже подбешивает. Не, нормально, классно. Так, я хожу, да? По девяткам пойдем. Как так тебе? Вольты. А так? Угу. Все, разошлись. Шестые. Королями разойдемся. Нету? Кто? Тебе не надо? Одно. Ну тут бери, ну что, ты же ходила. Да. Конечно. Так, это у нас это червонец. Десятка. Да, Десятка 200. Смотри, смотри, вот что делать. Засанивается рыба, а. Ребят, пауза у нас, пауза. Продолжаем. Лариска не поймала. Не подсекла. Так, королями. Ага, есть такие парни у меня. Червончик, да? Ну все, хорош. Отбойчик. Давай. Ребят, видали? Все шикарно. Прям сейчас буду ломать ее капитально. Буби козырь. Блин, стол неудобно на карты, конечно. У нас без переводного, да? Без. Без, да? 8, 7, да? А 7, а 8, а дамочка. Бита. Расход. Значит, то сейчас берет. Ты берешь. О, конец фиесты. Получается, я хожу. Червончик. Опа. По красоте. Наша братва. Наша. Поймала, ребята, она. Ельчик. Елец. Смотри, да что, ельцы клюют, да, Ларис? Ну, Офигеть. Уже четвертый попался, получается. Ну что, братцы, время у нас уже 12. Лариска до сих пор ловит рыбу. нет. Я спать. Все, уже тоже спать. Короче, мы будем, ребята, отбиваться. Целый день сегодня. У нас ведро почти уже полное. Это здорово. Что, покушали, поиграли карты. Ну, как обычно, короче, ребята. Что, ночная рыбалка. Будем спать тоже, поспать надо маленько, да, Ларис? Да, я уже сплю. Все, ребят, всем спокойной ночи. На связи, завтра будем с утра рыбачить. Ну, короче, завтра утро, вечер мудренее. Сейчас закидываем палетов, брикетов, пару штук. В принципе, на 2-3 часа нам хватит. Точнее, на 3 часа точно хватит.
Вот. Ну все, ребят, все. Андрей спит, а я вытащила вот такую огромнейшую. Ну, чуть не утащила удочку. Разбудила меня. Вот такая. Да, поспишь тут. Убежала. Так, ребят, всем доброго. Проснулся. Я проснулся только. Алиска тут уже всю ночь и топила, и рыбачила. Ночью вон такие, ребят, сельди выходили. О! Короче, Лариса говорит, всю ночь клевала, да, Лариса? Да. Короче, без изменений. Также приходила потихоньку, расклевывалась, уходила. Приходила, расклевывалась, уходила. Вот. Ну, 8 утра, в принципе. Мы еще часика два, наверное, сидим. Ну, сегодня целый день не будем сидеть, так как нам надо домой ехать по делам. Надо будет в час уже быть дома. Сейчас пару часиков посидим еще. Суп Лариска поставила. Надо доесть суп. Потихоньку будем собираться. Посуду мыть. Все-таки весь этот шмурдяк тоже надо упаковать грамотно. Жерлицы еще стоят, надо жерлицы будет собрать. А так круто. Чуть-чуть осталось для ветрана. И будет у нас полное ведро. Не клюет, ребята. Сколько сидим, ни одной поклевки с утра. Погода поменялась, минус 10 где-то, наверное. Солнце сегодня и ветер холодный. Ну, пока тишина. Часик еще сидим, наверное, и собираться будем. Если поклевок не будет. Да, мы наловили уже, нам хватит вон целое ведрище. Спорим, кто чистить будет. Сидим сейчас и размышляем, кто будет чистить сегодня вечером. Хотим котлет сделать. Ну, крупную вот такую пожарим. Да, Лариска, конечно, ночью красивых поймала. Смотрите, ребят, какие лошади. Грамм 180, наверное, есть у ней. Даже больше. Жирные. Вот таких сегодня пожарим. Себе штук 10. А остальных на котлеты пустим. 2 дня рыбачил тоже. Привозил столько же. Маманя у меня тоже котлет наделала. Короче, рыба пошла по существу. Да. Хотел я ночью порыбачить. Но 100 грамм. Хорошее настроение мне подкосило. Прилечь на раскладушку. Да и 2 дня на рыбалке, ребята, тоже. Рыбалка, на самом деле, она тоже много энергии забирает. Много прям устаешь. Постоянно на свежем воздухе. Переизбыток прям кислорода и тоже устаешь прям. Ну не знаю, что. Ребята, мне многие пишут, почему ты, Андрюха, прям на льду не ночуешь? Ну, у тебя же есть типа раскладушка. Ну вот, ребят, не ночую чисто из-за этого. Вот смотрите, как это все протопилось. Ставил даже вот брусочки, но просто котлован из-под печки, он просто, не знаю, сантиметров 20, наверное. Представляете, вот такая промоина. Это всего лишь печка топилась, получается. Ну, ночь и день там. Особо тоже не кочегарили, так как погода теплая. И чисто из-за этого, допустим, если пару ночей, то вот сегодня уже надо палатку перемещать. Потому что здесь уже находиться невозможно. Вот. Воды я прям утром там умылся. Вот, все плавает. Печка стала боком. Это деформирует трубу тоже, это очень плохо. Ну и в концове, допустим, вот сегодня бы уже, если вторые ночи оставаться, то уже надо новое место. А это передвигать палатку, все утяжки убирать. Это большой минус. Лунки перебуривать. Ну, все понятно. Проще поставить на берегу уже и, понятно, живешь и не тужишь.
Вот здесь, ребят, такой плюс. Вот у них на утяжке такие карманчики идут. Вот так смотал. Карманчик открыл. Опа. И все туда. Ничего у тебя не висит, не мешает. Все культурно. И закрыл на липучечку. Вот так вот. Ну что, друзья, все, упаковались. Вот такой чемодан у нас. Чтобы вот так кайфовать, ребята, надо вот столько вещей, конечно. Хорошую палатку, немного фурнитуры, раскладушки и так далее и тому подобное. Все, ребят, погода, солнышко, ветер, рыбаки заезжают, а мы едем домой. Так что будем прощаться. Лариса Юрьевна, Да, всем пока. как отрыбалила? Просмотра. Что? Как, говорю, отрыбалила? Отрыбалила нормально. Отдохнула не очень, так как отдых был у мужа. Всё, Ему ребята. позволила отдохнуть. Давайте на природу, берите семью и вместе. Это все-таки круто. Все, летим домой. Ладно, ехаем. Стоит, да? Стоит, да. Все, понял. У нас флажочек. Та бровка щелкнула. Жальцы простояли, получается, 3 дня. Первый день 3 флага. Второй день флаг. И третий день вот флажочек. Было бы неплохо завершить эту рыбалку щукой. Но что-то как-то неинтересно. О, тут еще замерзла риска. Тут замерзла. Да как бы этот, я думаю, не особо же сильно-то должна. Вот она замерзла-то чуть-чуть. Опять завела. Опять в корягу. Даже непонятно, что тут было. Короче, без щуки мы. А у нас плотвы килограммов 5. Вот так, ребята, должно быть всегда.